Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Приветствую всех на канале Один День. Сегодня мы находимся в Аргунском заповеднике. Город Аргун находится между городами Грозный, Гудермес, Шали. И в основном люди тут бывают с проездом. И никто не догадывается, что в Аргуне есть такая природа. Смотрите, вот здесь тоже установили вот эти кормушки для животных. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что мы здесь видим. Так, здесь есть соль, наверное, для оленей. А в других кормушках я видел зерно. И вот таких кормушек здесь немало. Также здесь есть вот такие парки, места для отдыха со всеми удобствами. Единственная просьба всех желающих отдохнуть, всем желающим отдохнуть, это забрать свой мусор с собой. Это единственная просьба, а так все бесплатно. Все удобства. Даже есть необходимые продукты. Если вдруг вы забыли соль, сахар, уксус, перец, там все есть. И вот такой вид. Смотрите. Смотри, здесь есть ступеньки, и можно спуститься туда вниз. И мы это сейчас делаем. Да. Прикольно, да? Прямо в воде обедаешь себе. А вот эти места для отдыха здесь называют парками. И тут недалеко есть еще два парка вот таких. И давайте пойдем туда и посмотрим. Вот еще один. Здесь также бывают вот такие мангалы. И в одном парке есть даже комната для молитвы, как мечеть. Вот это для казана, да? Вот, да, вот здесь есть. Как раз таки здесь есть и казан. Я думал, это мангал. Походу мангал вот здесь. Смотри. Там на камере мы увидим вон ту кровать. Смотри.
этот парк занят, и там отдыхают люди, приехали со всей семьей, и вот так проводят время. Давайте спустимся вот на этот островок маленький, и там чуть-чуть поотдыхаем и пойдем дальше. Мы летом приходили сюда с друзьями и готовили шашлыки. Вот осенью тут совсем другая атмосфера, более благоприятная по мне. Даже, да. Оператор? Я думал, в такое время тут не так красиво будет, но наоборот. Иногда необходимо отдалиться от городской суеты и погулять вот по таким местам. Это очень хорошо снимает депрессию, разгружает голову от всяких дурных мыслей. Это приятно и с полезным. Здесь свежий воздух, зарядка и экстрим, если на вас нападет дикий кабан или медведь побежит за вами. Вот так вот. Также в это время в лесу можно найти вот такие полезные ягоды. Очень хорошо помогают при гриппе и простуде. Сейчас попробуем. На вкус они, конечно, не сладкие. Обычно их добавляют в чай. И с медом какую-то настойку делали. Я кушал эту настойку тоже. Еще какой-нибудь рецепт, если вы знаете, как их приготовить, напишите в комментарии. И я тоже, может, сделаю. А вот эти я себе заберу домой и по вашему рецепту буду готовить их. Заметили, я специально не назвал их название. Это как раз таки вопрос к вам. Если вы знаете, как их называют на чеченском и на русском языке, напишите в комментарии, и мы посмотрим, сколько нас знающих. Также я работаю над проектом, где я ремонтирую и тюнингую мотоцикл, и скоро на этом канале вы сможете посмотреть этот ролик тоже. Золотая осень, да? Вот видите, в каждом парке что-то новое, и для спортсменов сюда установили брусья. Вот так вы качаетесь и, короче, кушаете шашлык. Так, здесь уже не так, здесь.
качаетесь и кушаете на природе, потом чисто мышечную массу набираете. И, самое главное, вон там видите, вот везде вот такие баннеры. Ради Аллаха не бросайте мусор. Не бросайте мусор ради Аллаха. Смотри, какая чистая вода. За чистотой и порядком здесь трудятся ребята из группы Аргунская природа. Я их инстаграм оставлю в описании. Если вы хотите поподробнее узнать об этих местах, то подпишитесь на них и наблюдайте за ними. У них очень интересно. У каждого парка есть свое название и своя нумерация. Вот, например, мы сейчас находимся в парке под названием Остров, а номер этого парка 7. Парк назвали вот так, потому что вот этот парк находится между вот этими ручьями. Для любителей турецких сериалов здесь установили вот такие качели. Это не единственные качели, тут их очень много. Просто мы некоторые парки пропустили, потому что там отдыхали люди. Чтобы им не мешать, мы оставили. Сейчас вы сможете понаблюдать, как я упаду вот в эту речку. Надеюсь, этого вы не увидите.